Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ждет и будет в ближайшие часы, в ближайшие дни? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Что ждет и что точно будет. В ближайшие часы, в ближайшие дни будет какое-то очень справедливое решение. Решение, на которое вы практически не надеетесь, но тем не менее оно будет. Что-то решится по справедливости. Либо наконец-таки справедливость вас торжествует. Не могу выделить в какой сфере жизни, потому что вы все слишком разные. Но то, что это будет по справедливости, это будет абсолютно справедливо, с этим вы точно согласитесь. Вот ждет момент, видите, Кантор вышел, момент справедливости. И Кантор, он перевешивает на вашу сторону. Что-то наконец-таки по справедливости решится, разрешится для вас. Может быть, это спор, может быть, какая-то ситуация, может быть, в принципе, да, что-то для вас глобально важное. Но справедливость наконец-таки наступит. И вы этому, конечно же, порадуетесь. А представьте, да, не ждете, не надеетесь, и тут такой подарочек судьбы. Так, еще я вижу вас, и вы от какого-то мужчины денежку берете. Он вам ее дает, выдает, может быть, просто дарит, да, хороший вариант. Вижу, что получаете. Мужчина какой-то очень быстрый, либо очень замотанный, да, он постоянно вот в делах, побежал, прибежал, ехал, приехал. Этот мужчина даст вам денежку, позолотит вам ручку, это будет очень приятно. Якорь здесь выходит. Якорь, с чем-то вы определитесь. Либо кто-то по отношению к вам наконец-таки определится с правой стороны. Хорошее решение, правильное решение. Наконец-таки вы успокоитесь, либо сама по себе ситуация разрядится. Маленькая лодочка, и вы будете очень сильно спешить на этой лодочке. Какая-то поездочка у вас выйдет, либо куда-то срочно нужно будет выйти, сходить. Так, будьте внимательны, ничего не забывайте. Телефон, кошелек, очки, да, все, что вам нужно, чтобы было при вас вместе с вами. Спешка спешкой, но личные вещи должны быть всегда под контролем, в порядке и всегда при вас. Тоже очень важно. С левой стороны образ человека, который вам, ой, ну давайте скажем так, яму копает, да, что-то делает. Здесь работа ведется против вас, либо хотят вам какую-то неприятность, подлянку сделать. Человек, не могу сказать мужчина либо женщина, но очень активный и деятельный персонаж. Персонаж, которого вы, скорее всего, немножко недооцениваете, а следовало бы. Да, человек такой, знаете, может быть и обделенный и фантазией, и умом, но тем не менее активность, вот надо что-то делать. Скорее всего, либо с работой связано, либо, возможно, даже как и в социуме такое происходит. Ну, допустим, там коллектив, соседи, родственники, в принципе, какие-то не очень умные и недобрые люди. Но вот работает над тем, чтобы вам вот прям ловушечку такую вот приготовить, выкопать. Что-то этот человек затевает, делает. Если кто-то из ваших недоброжелателей вдруг притаился, и вы давно ничего об этом человеке не слышали, не видели, то следует напрячься. Да, человек что-то делает. Не могу сказать, получится задумка у человека, не получится, потому что мы смотрим на ограниченный период. Да, я смотрю на 3 дня, не более. Да, ну вот вижу, что работает.
работает. Будьте поаккуратнее, будьте бдительны. Еще с левой стороны вижу интерес в вашу сторону. Интерес. Причем интерес, ну давайте так, интимного характера. Вы меня, пожалуйста, извините за такие подробности, но вот идет информация. Противоположный с вами пол, да, человек противоположного пола иметь к вам будет интимный интерес. Причем достаточно вести себя будет, ну вот знаете, как навязываться, нагловатенько так будет себя вести. Да, меня смотрят и мужчины, и женщины, поэтому имейте в виду, вас это немножечко как огорчит, шокирует, и, возможно, даже придется от этого человечка как отбиваться, убегать. Ну вот вижу, и руки к вам тянет, и он с поцелуями лезет. Даже такой, знаете, как компрометирующее вас что-то будет происходить. Ну, впечатлили вы кого-то, либо впечатлите, что человек не сможет сдержаться. Может быть, человек будет нетрезв, да, и это еще больше развяжет вот этот пыл, жар, и руки развяжет еще больше. Ну, обходите пьяных, обходите тех, кто там с низкой социальной ответственностью. Ну и опять же примите меры, может быть, какой-нибудь там свисток, да, если человек вам прям полезет, вы там громко в свисток свистните. Либо, ну не знаю, если можно в вашей стране, там какой-нибудь газовый перцовый баллончик. Вот. Ну, подумайте, продумайте эту тему. Вот вижу, что прям приставать к вам этот человек будет. И мужчины, женщины тоже умеют приставать, и вот, скорее всего, женщина к вам и пристанет. Вот вы не ждете, вы растеряться можете, да, и опять же компрометирующая ситуация образуется. Так, здесь два человека что-то будут очень активно обсуждать, причем вы в очень невыгодном положении, в невыгодной позиции. А тот, кто с вами рядом, он прям пользуется этим. Человек похож на лису, ну морда точно как лиса. Хвоста не вижу, но морда точно как у лисы. Не дайте себя обмануть, не дайте себя провести. Это очень важно. Здесь как по деньгам что-то решается, вот по финансам. Да? Может, серьезно вас там на денежки кинут, либо лишнее у вас заберут, отберут, либо что-то ненужное, неважное вам попытаются втюхать. Будьте поаккуратней. Так, птичка у вас очень красивая. Птичка, крыло. Одно маленькое, другое длинное. Письма будете писать, обращения будете писать, документы будете заполнять. С вашей стороны птичка. Одно крыло, вот оно длинное, а второе еще как не прорисовалось. Вы хорошие. Если вам нужно срочно, важно, необходимо, да, заполнить какие-то документы, что-то оформить, опять же, документальным образом, не тяните время. Для вас каждый час промедления, он чреват не очень хорошими событиями. Либо отказом, либо, может быть, не успеете вовремя. Да? Если вы не разбираетесь в этих делах, либо не уверены в этих делах, да, в том, что вы делаете, обратитесь к тем, кто профессионально этим занимается. Лучше, как говорится, заплатить и спать спокойно, да, и дело сделать. Вот. Вижу, что вы как-то медлите, то ли не уверены, то ли не совсем понимаете, что конкретно надо, да, писать, либо заполнять. Не теряйте время, делайте и делайте как можно быстрее. Чем быстрее сделаете, тем успешнее будет это ваше начинание, тем проще все для вас пройдет, либо результативнее будет. Но не тяните, не тяните. Так, а здесь что-то острое. Какие-то острые, как ветки, шипы, кусты, что-то острое. Ну, если вы садовод-любитель, у вас там розарий есть, пожалуйста, будьте аккуратны, потому что можете пораниться. И еще такими ветками, шипами могут показывать очень непростые разговоры, когда, знаете, люди друг друга словами могут ранить. Пожалуйста, как бы вас там не выводили, как бы вас там, грубо говоря, словами не били, не давайте ответную реакцию. То есть вам плохое слово, а вы улыбаетесь, да, молчите и улыбаетесь. Здесь кто-то будет провоцировать как скандал, как какие-то разборки. Не стоит туда вот в эти кусты лезть, потому что будет больно. Да. Люди разные бывают. Да. Кто-то в плохом настроении может огрызаться.
либо вам что-то предъявлять. Да? У человека просто плохое настроение, не с той ноги встал. Если вы начнете отвечать слово за слово, да, уже и ссора получилась. Это может произойти как и в доме, в семье, так и, например, на работе. Вот. Относитесь с пониманием к таким людям и, пожалуйста, будьте максимально учтивы и лучше молчите, улыбайтесь. У человека просто дурное настроение. Бутон у вас вижу, причем не один. Здесь 2, 3 бутона. Они будут расцветать неравномерно. Сначала, там, например, 1, либо 2, и в конце уже 3. Да, либо 1, 2 и 3. Очень медленно они распускаются, но время ожидания, оно того стоит. Опять же, не форсируйте события, не форсируйте, не подгоняйте эту ситуацию. Но бутоны — это решение. Это какие-то ответы, которые вы получаете. Может быть, даже какие-то действия в вашу сторону. Да? Человек раскрывается в вашу сторону, либо сама ситуация по себе раскрывается в вашу сторону. Вижу бутоны, да, они будут раскрываться, но неравномерно. И вы, пожалуйста, их там руками тоже не раскрывайте, пусть все будет естественно. Всему свое время. Так, еще момент связан с какой-то готовкой. Какая-то кухня выходит. Кухня, причем очень много всего. Может быть, в прямом смысле слова вы начнете что-то готовить, заготавливать впрок. Может быть, у вас банкет скоро будет, да, намечается. А может быть, это дела. Дела кухни тоже дела показывают. Очень много всего. И вам придется, конечно, проявить чудеса шустрости и скорости. Как-то вы должны все это ко времени сделать, либо вовремя сделать. И так, чтобы нигде ничто не подгорело и все было готово в срок. Ну что ж, я думаю, это не первый раз у вас такая ситуация. Думаю, что справитесь. Хотя вас кто-то будет то ли отвлекать, то ли мысли вас отвлекают. Да? Концентрируйтесь на том, что вы делаете. И тогда будет стопроцентный вариант, 100% вы все сделаете. С какой-то женщиной милой будете общаться. Внешне женщина очень милая, она такая, знаете, божий одуванчик. А внутри у нее там как бесы сидят. Провокаторша редкая, еще и стукачка. Ой, такая, знаете, фу-фу-фу. Будет прям в душу вам лезть, что-то расспрашивать, выспрашивать, а что ты думаешь, а что у тебя там, а что у твоих близких, а 5-е и 10-е. Тут про все на свете. И про вас, и про ваших близких, и про политику, и про людей, которых вы знаете. Про все выспросит. И тут же, понимаете, пуля метнется и где-то вас за недорого продаст. Вот все перескажет, еще и своего там накинет. Будьте поаккуратнее. Делитесь либо со своими близкими, либо ни с кем. Женщина такая прям милая, улыбчивая, к вам прям тянется, каким-то теплым словом вас называет. Но вообще нет, не вариант с такими женщинами общаться. Оно того не стоит. Последствия могут быть. На вас кто-то может разозлиться, обидеться. Ну, либо вам что-то предъявить. Да. Знак медицины вышел. Медицина. Ну, кому-то придется обращаться в медучреждение, к специалистам. Ну, а кто-то будет, возможно, посещать аптеку. Допустим, аптеку будете посещать. Кто-то, может быть, какие-то процедуры проходит. Вижу, что несколько раз, либо, например, доктора посидели, и тут же нужно будет идти там анализы сдавать. Людей будет много. Либо какие-то очереди вам придется вот выстоять, выждать. Время ожидания идет. Вы не рассчитывали столько времени тратить, но тратите много времени. Нервничать будете, вам вообще это не понравится. Но, тем не менее, дела свои сделаете. Кто-то от вас что-то скрывает, прячет, а вы понять не можете. Вы чувствуете, что какая-то тайна есть, либо какая-то напряженчика образуется, а понять не можете, что конкретно происходит. Да, так оно и есть. Здесь 2 человека с левой стороны что-то втихую делают и прям от вас так отгораживаются, чтобы вы конкретно не узнали. Мне не показали, что они делают, но делают. Ваша интуиция вас не обманывает. Если прям уделить этому время, да, поковыряться, поискать, вы найдете.
Вы найдете, правда, вот что-то делать, 2 человека делают. Работа. С работой могут быть какие-то сюрпризы. Ну, смотрите, у одних отыграется, что будет прям очень много работы, и вы прям почувствуете, что зашиваетесь, да, я не успеваю, аврал. А у других наоборот, какой-то момент простой, вы прям немножко даже заскучаете. Какой-то сюрприз. Либо туда, либо сюда. Опять же, вы все разные. Так, какой-то интерес у вас появится. Интерес очень залипательный. Но обычно такое бывает в соцсетях. Тот же ТикТок, да, очень залипательный. Может быть, какой-то сериальчик прям подсядете. Может быть, книжка. Да, вы все разные. Прям много-много времени на это потратите. Больше, чем вы, например, могли бы, либо рассчитывали. Сначала будет интересно, потом сами себя можете поругать за это. Так, мужчина здесь у меня в хорошем расположении духа. Такой веселенький, смотрите, пританцовывает. Да. А мужчина белку за нос поймал. Что-то на работе у мужчины хорошее происходит. Но это муж, возлюбленный, сын, может быть, брат. Мужчина вам близкий, с вашей стороны идет. Довольный, пританцовывает, что-то хорошее произойдет. Но белка это работа, это прибыль, это бизнес. Прям за нос поймал, рад, доволен. Хороший момент, добрый. Ой, у него даже маленькая пони с левой руки. Правой рукой он белку за нос держит, а маленькую пони он держит с левой стороны левой рукой. Ну, точно на работе. На работе, в бизнесе, в делах. Какие-то хорошие изменения ждут мужчину. Если вы мужчина, я вас поздравляю. Тут и белка, тут и пони. Вы не думайте, что пони это не конь. Это еще какой конь? Пони вообще это какие-то быстрые заработки на самом деле. Пусть у вас так и отыграется. Денежку вам побольше. Так, сумки какие-то показывают. Тяжелые большие сумки. С одной стороны, вы этим сумкам рады. А с другой стороны, они тяжелые. И я так понимаю, что вам придется их таскать, наверное. Может быть, с магазина будете тащить добычу. Что-то важное купите, нужное и прям тяжелое. Может быть, вам кто-то что-то даст. Для кого-то вы будете сумки собирать. Но вот вижу, что вы с одной стороны довольны, с другой стороны тяжело. Напряжно идет. Еще вижу человека, который будет подлизываться. Человек, знаете, так рукой за спиной нож держит, а в лицо смотрит и улыбается. Полная улыбка и подлизывается к вам. Очень хитрый человек, себе на уме. И такой, знаете, нехороший. Прям ходить за вами будет, по пятам по вашим ходит, к вам подлизывается, чего-то от вас хочет. При этом прячет нож за спиной. Будьте повнимательней. Не будьте падки на лесть. Вот какой бы она ни была и от кого бы она ни исходила. Вот кто вам будет льстить и кто будет прям по пятам у вас ходить, вот этого человечка особо вот подальше от себя держите. Хотя бы на расстоянии вытянутой руки. Не подпускайте. Еще радостные новости у вас вижу. Только не пойму, чего это касается. Что-то вы такое услышите, что вас действительно порадует. Кстати, не только вас. Возможно, всю вашу семью. Либо всех людей, которые рядом с вами находятся. Вот чему-то порадуетесь, будете это живо обсуждать. Да? Вот какой-то момент идет. Как глоточек радости у вас происходит. Сон еще у кого-то беспокойно идет. Так, я сейчас опишу симптом, а вы, пожалуйста, внимательно послушайте. Это не для всех, это для кого-то конкретного. Утром вы просыпаетесь, и спина, жутко болит спина. Могут болеть плечи, лопатки, и вот так по позвоночному столбу вниз, до пояснички. Такое ощущение, что у вас там все помялось, либо сжалось. Это, кстати, не очень хорошие сигналы, которые подает организм. Обязательно, вот прям обязательно записывайтесь к своему терапевту, идите, вот все рассказывайте. Ваше тело дает вам сигналы, что что-то не в порядке, какой-то сбой происходит. Надо идти и проверяться.
И еще вижу, что это не первый раз. У вас как-то периодически это повторяется. Вы, скорее всего, думаете, что вы неправильно спите. Либо, как неправильную позу во сне приняли. Но это не так. Это именно ваше тело подает вам тревожные сигналы. Вот, идите, лечитесь, проверяйтесь и обращайте внимание. Само по себе оно не пройдет, к сожалению. Здесь нужно принимать какие-то меры. Причем, чем больше будете запускать, тем серьезнее будут меры. Ваше тело подает вам сигналы, вот, что что-то не в порядке, что-то происходит, да, какие-то сбои идут в организме. На это нужно реагировать. Так, и еще с левой стороны здесь у меня девушка, как будто бы на весах стоит и улыбается. Я так понимаю, что скинете пару килограмм, либо отеки уйдут, и вы прям такая, как хорошо, я похудела. Хороший результат, но старайтесь тоже, либо, я не знаю, вы, может быть, диеты придерживаетесь, может быть, на дефиците калорий сидите, но, в общем, продолжайте. Вы свои цели не только достигнете, вы еще и дальше пойдете. Это только лишь начало. Вот улыбочку у вас вижу. Так, ребенок. Ребенок что-то будет просить, причем денег это стоит, денег, подарок, игрушку, может быть, что-то оплатить нужно. Вот, вы на это не рассчитывали, то есть у вас бюджет может быть там расписан, вот тютелька в тютельку, но ребенка, пожалуйста, своего уважьте. Для ребенка это очень важно. Не столько важна там та игрушка, да, сколько вы внимания уделите и как вы отнесетесь. Поверьте, это того стоит, что ребенку нужно показать свою любовь, свою заинтересованность, вовлеченность в его жизнь, в его дела, либо в ее дела. Купите, либо договаривайтесь. Если прям совсем бюджет не позволяет, тогда договаривайтесь. Скажите, вот на этой недельке я не могу, там, на следующей недельке у меня там аванс, либо зарплата придет, вот тогда мы с тобой все это и сделаем. Но не отказывайте, грубо не отказывайте. Так, еще вижу, что вы куда-то не попадете, и, как говорится, слава богу, какое-то место, как злачное какое-то место идет, если честно, либо место, где очень неприятно находиться, вы туда не попадете. То ли у вас времени не хватит, то ли вас туда не пригласят, не позовут, то ли вы дни перепутаете. Ну что-то такое произойдет, что вы туда прям совсем не попадаете. Ну и хорошо, вас как ангелы отведут от дурного места, либо место, где могло произойти что-то не очень хорошее, либо вы могли бы там расстроиться, распереживаться, испугаться. Вот вас туда не пустят. Вы туда просто не попадете. Так, а еще я вижу, что вы какой-то как бумеранг запускаете. В кого-то будете запускать бумеранг. А может быть, вы на кого-то пожалуетесь. Может быть, вы мысленно, да, этот бумеранг запустите. А может быть, это действительно чисто энергетически, да, была нападка, которую вы отбили и, как говорится, автору либо создателю назад запустили. Но вы почувствуете, вам то ли сон дурной будет сниться, то ли, знаете, как немножко трясти вас будет, как озноб будет пробирать. Вот, да, как воздействие. Почувствуйте, что какое-то воздействие, либо кто-то вам что-то пожелал. Вы отобьете, вот 100% отобьете. Даже если вы об этом не думаете, отобьете. Но вот момент, как температура повышается, как озноб немножко вы чувствуете. Вот момент, когда на вас воздействуют, либо что-то вам там желают. Но вы отобьете, 100% отобьете. И еще вижу человечка, с кем у вас состоится очень теплый разговор. Причем, возможно, даже как долгожданный разговор. Давно хотели поговорить, либо соскучились по этому человечку. Будет такой разговор. Либо лично вы встретитесь, либо, может быть, по телефону поговорите. Ой, прямо аж сердечко у вас отойдет, порадуется. То, может быть, переживали, скучали очень сильно. Человечек вам очень много хороших, теплых, добрых слов скажет. Вот, прям успокойтесь. После этого разговора спать будете как ребенок. Хороший знак. Так, мои милые, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Пусть все плохое остается в песочке, но все хорошее поскорее приходит в вашу жизнь. Всем спасибо. Всем пока-пока.